Дорогие друзья, мы продолжаем. Отморожение конечностей, щек и носа – это обычная картина в нашем регионе. Но ведь степени отморожения могут быть разными и могут привести к нежелательным последствиям. Очень важно грамотно подойти к первой помощи при отморожении и, конечно же, обратиться в нужное медицинское учреждение. Что делать при отморожении и куда обращаться, мы побеседуем сегодня с нашим гостем. Сегодня в нашей студии заведующая ожоговым отделением Республиканской больницы номер 2 экстренной медицинской помощи Светлана Владимировна Семенова. Доброе утро, Светлана Владимировна. Но ожоговое отделение – это единственное отделение, которое оказывает помощь, специализированную при отморожениях. Насколько тяжелые на сегодня случаи именно по холодовым травмам? Спасибо большое за вопрос. Во-вторых, спасибо большое за приглашение. Вы правильно отметили, что наше отделение единственное, которое оказывает специализированную медицинскую помощь на огромной территории нашей республики. Отделение наше организовано ровно 25 лет тому назад. У нас 50 коек. К нам поступают как и взрослые дети, как и с отморожением, так и с ожогами обширными. Конечно же, к нам поступают самые тяжелые случаи со всей республики. У нас совместно с Минздравом Республики Саха-Якутия разработан специальный алгоритм, где благодаря телемедицинской связи, такая точка стоит у нас в ординаторской, круглые сутки, наши специалисты оказывают консультативную помощь всем медицинским организациям во всех медицинских больницах нашей республики. Если поступает тяжелый пациент с холодовой травмой или с обширными ожогами, врач или фельдшер звонит к нам в отделение и получает весь объем консультативной помощи. Скажите, а как много пациентов вообще поступает на данный момент? Вот сейчас самый пик, можно сказать. Если будем мы говорить о холодовой травме, то сейчас такого большого пика нету. Нам повезло с погодой, стояли чудесные дни, поэтому количество пациентов чуть меньше, чем обычно. Обычно в год, согласно всем статистическим отчетам, поступает примерно более 200 или около 200 пострадавших с отморожениями и более 500 человек с обширными ожогами. А насколько сложные ситуации? Какие случаи бывают, насколько сложно? Вы знаете, наше отделение вот именно почему специализировано, потому что к нам стекаются самые тяжелые случаи. Существуют определенные показания, это обширные ожоги, это пострадавшие после пожаров, чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф или просто несчастных случаев. Очень много детей, это примерно 40% наших пациентов. Что касается отморожений, конечно, так как наш регион один из самых холодных в Российской Федерации, то там поступают самые тяжелые случаи, например, как общее охлаждение тяжелой степени, когда состояние человека оценивается как крайне тяжелым, и отморожение самые глубокие, это 4-й степени, причем нескольких сегментов. Бывает так, что и обе верхние конечности, обе нижние конечности, колени, туловище тоже заражаются. А как можно распознать отморожение? То есть это сразу бросается в глаза, самостоятельно это как-то можно? Вы знаете, вы задали очень правильный и верный вопрос, потому что глубокое отморожение может определить только специалист. Причем специалист, который имеет опыт в этой сфере, в этом профиле. Отморожение первой степени, поверхностное отморожение, они диагностируются очень просто. Это участок с гиперемией, покраснением, немножко с небольшим отеком. Отморожение второй степени – это когда формируются пузыри с эрозным таким желтым прозрачным содержимым, причем они формируются не сразу. И поэтому, в принципе, где-то отморожение четко, степень, глубину можно диагностировать на 2-й и на 3-й сутки после получения травмы. А глубокие отморожения 3-й степени – это когда еще можно восстановить жизнеспособность тканей, при тех условиях, когда пострадавший сразу поступает в медицинскую организацию, получает правильную квалифицированную первую медицинскую помощь. И глубокие отморожения – это когда пострадавший находится очень долго в условиях низких температур, повышенной влажности, повышенного ветра, и когда наступают необратимые процессы в местных тканях, когда восстановить такие ткани порой бывает невозможно. Но хочу оговорить, что сейчас у нас в отделении существуют наработанные методики. Мы копили очень долго опыт. И совместно с нашими научными руководителями у нас есть свои определенные разработки, благодаря которым нам удается выхаживать очень тяжелых пациентов. И порой бывает так, что нам удается восстановить жизнеспособность глубоко пораженных тканей.
Ну, то есть получается, что при любых отморожениях лучше обратиться к вам в центр, чтобы получить квалифицированную помощь. Да, верно. Можно так сказать. Светлана Владимировна, спасибо вам за участие в нашей программе. Мы желаем вам отличного дня сегодня, хорошего настроения и как можно меньше, наверное, пациентов с пациентов. отморожениями.